Уважаемые друзья, на сегодняшней нашей передаче мы расскажем про Камчатку. Наш проект не первый раз работал в Камчатке, и в этом году, в декабре, у нас была командировка в Камчатский край. В Камчатке я принимал участие в моисеевских чтениях, которые проводятся в Петропавловске-Камчатску третий раз, и принимал участие в заседании региональных координаторов Северного форума в качестве посла Северного форума. Мы в 2022 году начали съемки фильма «Код Беринга» совместного ГТРК «Моя планета» и побывали в Петропавловске-Камчатском, Лахтырском пляже и, главное, в Командорских островах, где погибла экспедиция Беринга. В ту поездку мы познакомились с Сергеем Ивановичем Вахриным, краеведом, писателем, членом Союза писателей России, членом Союза кинематографистов России, известным человеком. Сергей Иванович работает над проектом по родословной по всему Дальнему Востоку. Это относится изначально к Якутску, Камчатке и другим нашим субъектам, которые относятся к Дальнему Востоку. В эту поездку мы работали над передачей, которую сегодня мы будем показывать. Это про генерал-майоре Колесове, который имеет камчатские и якутские корни. Что есть такой генерал-майор, который является из коренных жителей Камчатки и Якутии, стало совсем недавно, около года назад, благодаря тому же Сергею Ивановичу Вахрину и его племяннице Татьяне Пальчинской. История, которую мы хотим вам рассказать, связанная с поисками генерала или памяти о генерале Колесове, началась, в общем-то, довольно-таки давно, но никто не особо не придавал тому значению. Генерал и генерал. Это потом уже выяснилось, что это генерал. Он одновременно является представителем двух коренных народов Дальнего Востока. Первое – Якутия, второе – Камчатки. Как же это случилось? А случилось, в общем-то, так. Еще в середине XIX века на Камчатку прибыли братья-купцы Колесовы, Иван и Александр Михайловичи. Один Александр Михайлович был, в общем-то, многодетным, он поселился в Толбачике, и пошла от него своя поросль. А вот Иван Михайлович детей не имел, а, видимо, очень хотел. А у него в это время был работник, якут Константин Решетников, у которого было, порядка, по-моему, 6 или 7 только сыновей. И как-то они договорились, и двое сыновей Решетникова стали теперь Колесовыми. Это были уже внуки Константина. История эта развивалась в Мильково, а позже, уже в период установления советской власти, здесь биографии начинают резко меняться. Мильково находится в центре Камчатки. Это старинное русское поселение, крестьянское поселение, которое было образовано еще в XVIII веке из крестьян-переселенцев с Верхоленского куста, это Илимский край. По сути дела, тоже территория когда-то входила в состав якутского воеводства, потом отделилась как самостоятельная. Все у нас, как говорится, получается здесь, группируется вкупе. Так вот, женой этого якута, работника Константина, была уже русская крестьянка. Соответственно, женой его сына также была уже русская крестьянка. Хотя говорить уже русская крестьянка здесь не приходится, потому что в тот период шло уже родовое смешение между камчедалами и русскими старожилами, так как, сами понимаете, русское население было мизерным, а камчедальское было значительным. Поэтому, конечно же, все это шло родовое смешение. Да, в конечном итоге вся Камчатка к
предреволюционному периоду была одной общей семьей. Потому что, как ни копни, обязательно, в общем-то, найдешь эту родовую связь. Колесов родился в 1918 году. 1938 года был в Красной армии. 1941 год он встретил лейтенантом и закончил войну подполковником, кавалером орденов Александра Невского, Красного Знамени Отечественной войны, Красной Звезды и других многих медалей. Известно, что он после войны командовал дивизией в Сахалине, умер в 1968 году в возрасте 50 лет в Камчатском крае, в поселке Дальний, куда мы съездили вместе с ее племянницей и Сергеем Ивановичем Вахриным. Я Пальчинская Татьяна Юрьевна из рода Колесовых. Живу, это я в 5-м поколении на Камчатке. Мой сын это 6-е поколение, мой внук это 7-е поколение на Камчатке живет. Известно, что вот купец Колесов был такой, Иван Михайлович. Он привез работника Решетникова, и потом впоследствии он усыновил 2 сыновей Решетниковых, но 2-го сына я не знаю, кого он усыновил, знаю только то, что он усыновил Иннокентия. Но по легенде, якобы как согласился на усыновление только Иннокентий. И когда начались вот эти вот раскулачивания в колхозе, этот вот Колесов Иван Михайлович переписывает все свое имущество. Он переписывает как раз-таки вот на этого парня, который не захотел быть усыновленным, на Константина. А Иннокентий оставляет ни с чем. Этим он его как бы спасает от вот этих репрессий. И мать, но это опять же по рассказам, жена вот этого Решетникова, она как бы проклинает весь род Колесовых до 7-го колена, чтобы мы не продолжались по роду Колесовых. По роду Колесовых очень много бездетных, и очень много, если кто-то там продолжатель фамилии, то если рождался мужчина для продолжения фамилии, он погибал в раннем возрасте. Ну а как далее? Далее, я уже коснулся, что начались вот эти послереволюционные события, перемещения, передвижения. Колесовы оказываются сначала в Паратунке, это уже окрестности Петропавловского порта, Петропавловска-Камчатского. Как сложилась судьба самого Иннокентия Николаевича, она, в общем-то, конечно же, прослежена еще пока очень слабо. Очень слабо. Данных мало, архивные материалы с Камчатки отправлялись в период Великой Отечественной войны в Томск, частью были утеряны, поэтому тут, в общем-то, довольно-таки сложно. Но мы знаем главное, что он стал кадровым офицером уже в начале Великой Отечественной войны. К концу войны он был уже подполковником, а затем мы обнаруживаем в данных Министерства обороны, что он был генерал-майором, командовал дивизией, но финал тоже очень-очень неожиданный. Но он ожиданный для того времени, неожиданный для нас. Он умер в 1968 году, родился в 1918, то есть ему было всего 50 лет. 50 лет, и он уже был гражданским. Он, как мы уже выяснили, в это время работал начальником автохозяйства санатория Начикинский. Почему он стал гражданским? Что случилось? Но если вспомнить, что в тот период шло сокращение армии, хрущевское сокращение армии, видимо, он попал под это сокращение. И вполне возможно, что и ранняя смерть его также связана и как с ранами Великой Отечественной войны, так, возможно, и с тем, что вот он как бы лишился этой военной карьеры. Видимо, он этого никогда не афишировал, потому что даже в самом этом селе Начики никто сегодня не помнит о том, что среди них был генерал, отставной генерал. Ну, что-то, видимо, изменилось резко в его судьбе. Как выясняется, здесь работал его отец, мать, и, наверное, потому он и избрал уже своим местом
пребывания в Начиках. Здесь была родня. Он был человеком одиноким. Мы не знаем о том, чтобы у него была семья. Вроде бы как в документах встречается упоминание о некой женщине. Но детей у него точно нет, точно не было. По крайней мере, видимо, все-таки окончание службы привело к тому, что он вернулся на свою историческую родину, к своим родителям. И вот здесь, в этих местах, он приобрел новую работу, а затем и вечное уже место для отдыха. Ну и, конечно же, наши уроженцы Камчатки участвовали в событиях Великой Отечественной войны. Вот двое из них имеют прямое отношение к Якутии. Это Решетников, а это Колесов. Это будущий генерал, это рядовой, участник событий. И есть еще один человек, который также, по сути дела, его предки прибыли на Камчатку из Якутии. Это Бурнашов. Однажды у меня здесь в гостях была Вера Васильевна Самсонова из рода Логиновых-Лонгиновых, якутских и камчатских священников. И она в Бурнашове узнала, в общем-то, представителя своего рода. Говорит, он так похож на кого-то, а еще не знаю, что это Бурнашов. И называет фамилию Бурнашова. Я говорю, так это тоже Бурнашов. Вот у нас 3 человека из уроженцев Камчатки, которые имеют орден Александра Невского. Вот Василий Васильевич Пермяков, это камчедал из Кирганика, Бурнашов из Начик и Колесов из Мильковой Паратунки. Но что интересно, вот история, судьба связала Колесова и Бурнашова одной ипостасью. Они оба закончили свою жизнь в Начиках. Это село здесь в Елизовском районе. Вот такая вот интересная, такая интересная связь. Но я уже говорил о том, что камчедалы не считались КМНС, поэтому их не ограничивали какими-то мобилизационными возможностями, они в армию шли наравне со всеми. Но так как уровень образования на Камчатке в тот период был очень высокий, сюда приезжали учителя со всей России-матушки. Очень многие из камчедалов обучались в военных училищах и становились офицерами. И, как мы знаем, вот эти вот офицеры первого звена, это первыми и гибли, первыми шли в атаку и гибли в основной своей массе. Поэтому очень много из этих ребят погибших. Вот видите, Василий Васильевич Пермяков, смотрите, сколько у него наград. Какие награды, не просто какие-то медали, это ордена, только 2 ордена боевого красного знамени у него. Он до победы не дожил, умер от ран в 1944 году в госпитале. И из этих тоже ребят, в общем-то, многие из них, в общем-то, до победы не дожили. Вот эта вот тема, генерал из камчедалов, генерал из якутов, она как-то проходила мимо нашего внимания, мимо нашего сознания, пока однажды у меня в стране рыбы-рыбоедов в моем музее не оказалась Татьяна Пальчинская. Они были с сестрой, и когда я рассказывал им о Великой Отечественной войне и показал фотографию генерала Колесова, они вдруг так-то переглянулись, и Татьяна говорит сестре: слушай, а я же видел эту фотографию у родственников. У кого? Да у Колесовых. Точно, Колесов, совпадение по фамилии. Что дальше? Сергей Иванович, а что, кто, как? Ну, ту информацию, которая у меня уже была к этому времени, я им выдал на гора. Они опять переглядываются. Так это же вроде как наш дядя, двоюродный дядя, двоюродный брат нашей матери Рачнеды.
Татьяна начала поиски, обзвонила очень большое множество людей, в общем-то, искала долго, упорно, и в конце концов находит, вернее, не находит, ей звонят. И женщина говорит о том, что вот вы ищете могилу Колесова. Вы знаете, у меня сын похоронен в Дальнем, я постоянно, в общем-то, ухаживаю за могилкой, и я видела, что рядом похоронен какой-то Колесов. Я говорю, что о слове генерал, там в начиках даже не знали и не связывали это понятие генерал и фамилию Колесов. И Татьяна съездила, нашла эту могилку. Оказывается, еще сохранилась табличка с надписью на нержавейке. Все там данные. Да, это он. Колесов, рождение 18-й год, смерть 68-й год. Вот, и совпадает имя, отчество. Но, опять же, о том, что это генерал, фронтовик, ни слова, ни полслова. Она бросилась в военкоматы, что надо же увековечить славное имя генерала Колесова. А ей говорят, а мы ничего не знаем, и вы не слышали, да и, в общем-то, это не наше дело. И вот так эта история бы закончилась бы, если бы информация о генерале Колесове не появилась бы в якутской прессе. И вот тут-то произошло нечто. Дело в том, что в Якутии по-другому относятся к своим героям, особенно героям-землякам. Они их помнят, они их почитают. Как раз передо мной стоит Георгий Дмитриевич Никонов, который приехал специально на Камчатку, чтобы снять сюжет об этом событии. Потому что эта тема в Якутии живет, потому что эта тема в Якутии важна. К сожалению, я не могу этого сказать о Камчатке. Наши связи с Камчаткой и Сергеем Ивановичем Вахниным не заканчиваются историей генерала Колесова. Сергей Иванович Вахнин сейчас занимается большим трудом, который называется «Тайна якутских фамилий». Первый вопрос, который мне постоянно задают, когда узнают о том, что я автор книги «Тайна якутских фамилий», вопрос простой. А чего вдруг житель Камчатки, коренной житель Камчатки, уроженец Камчатки, вдруг взялся за якутскую тему? Ответ тоже очень простой. Дело в том, что у нас с Якутией общая и очень длительная история. И все те фамилии, камчатские фамилии, истории которых я занимался на протяжении многих лет, они уходят своими корнями, казалось, в далекую-далекую, но очень близкую, на самом деле, Якутию. Исследовав наши камчатские фамилии, казачьи фамилии, вот придя к выводу о том, что все истоки в Якутии, я начал заниматься дальнейшей историей. И выяснилось, что в Якутию ведь тоже фамилии пришли откуда-то, и Якутия не является родиной этих фамилий. Почему? Да потому что это, опять же, казачьи фамилии, носители, которые пришли в Якутию из Тобольска, из Березова, из Енисейска. Это были первые как раз казаки-поселенцы. А затем прошло движение на весь Дальний Восток. Но расстояние дальнее, люди остаются на поселении, обзаводятся семьями, и постепенно вот эта связь между семьями, между родами, она обрывается. И вот сейчас я начал работать уже над вторым томом «Тайн якутских фамилий». Если в первом томе я касался истории фамилий, откуда появились, какие истоки и так далее, то сейчас я начинаю прослеживать уже, так скажем, создавать поколенную роспись. Конечно, пока еще она такая достаточно примитивная, потому что мало пока еще материала, но тем не менее вырисовывается вот эта линия не просто поколений, а вырисовывается линия географии этих поколений. Когда мы вдруг обнаруживаем, что там кожевины не только проживают в Якутии, но, оказывается, огромное семейное ядро этой фамилии было в Гижигинске. И вот этот вот наш проект «Тайны якутских фамилий», он сегодня укладывается в большой-большой проект, который мы ведем вместе с Якутией, который называется «Россия, Дальний Восток, 400 лет вместе. Связь времен и народов». Проект фундаментальный, который, в общем-то, показывает о том, что
Эта история наших регионов образовалась не с того момента, когда Атласов пришел на Камчатку, когда Дежнев пришел на Чукотку, когда Невельской открыл, что устье реки Амура судоходное. Это история, которая уже к 1932 году будет насчитывать 400 лет. Что эта история началась с того, как отряд Бекетова, сотника казачьего и стрелецкого, основал Ленский острог. Эта история начинается с того, как образуется самостоятельная административная большая единица, называемая Якутским воеводством. Как потом это якутское огромнейшее воеводство начало дробиться на последующее уже региональное административное образование. Это история о том, как в 1840 году была образована Камчатская епархия, в которую вошла и Якутия, последующее Приморье, Преамурье и Русская Америка, Чукотка, Камчатка, Курильские острова, Алеутские острова. Огромнейшая территория. Это незабытая история. Мы ее помним, мы ее воссоздаем. И вот в этих книгах «Тайны якутских фамилий» мы эту историю восстанавливаем. Благодаря Русскому географическому обществу, благодаря Институту гуманитарных наших исследований, обществу исторической памяти сейчас идет подписка на эти книги, которые увидят в следующем году свет. Небеге тәрелті таттаптадор тәрелті бұғын сылығыр дәуләні үләлән кәлді біт. Оқыды бей республикавы салықтата тұстақ тәрелтелер біз салықталыра үдді чөйдік үбі қачыны көріндер. Это безопасные и качественные автомобильные дороги ден программа керемет. Үләлән қамнан кәлді біт олқыдық. Үйетін тоқыры қолы оқтыры көлдердерге бөйліктіргер солбы тейді. Онна қарбалақ шешімақ бөйліктірермен олбы тейді. Бұл елге ғыллақы қылығыр ұстаттыға солбы деме оңылдан тейіқтәқ. Бұл бас ағаныр сылғы бейті ұлләті өттеңе үлбет километр еті. Это нахарбытын құлдық. Безопасные качественные автомобильные дороги ден программанан үлеләмет шешімағы үләкілдерді бет. Оқыды ол шешімақалды теңгіне тейді. Онна ел ұстатта тияқтапы, бұл ұстатты қолығыр 10 километрі оңыран әме тұттарды бәді. Оны тағынан толы көріге стейге қалыма қолығар 175 километрі көрі бітістебет. Оны тағынан республиканская қолдарға 105 километрі көрі бітістебет. Оны бедойды бұтыр бұйыл үрдақ ұқар болан саас көте аварийны басыныветін үлелерге чөліге төхериге үрдә албаулы үтілінна. Ол күдігі ұстатты қарбалақ. Оны баяғы қолдарғар үтікөлі хер бәйтігер. Онтан датын әлектерге үрдә албаулыны үлеләді біт. Өнегінен сылы қуағаны оқты мүктәқ. Бейті мүктәнірі біт. Сөтігеннен түйінен бейі республика бүджонын оны татылығын жонын сәргетен тәрілтен үләттерін, кенер жекеркеттерін. Бұғален ер сарғыла саңа жылынан тетігістігіне адды дейбін. Оны туақ бар өтіені чуғайы дұровияны тетігілері бағарамын. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех наступающим 2024 годом. Наш проект полный сил. В нашем проекте в 2024 году много планов, которые мы намерены осуществить. Пожелать всем нашим друзьям, коллегам, телезрителям в новом году здоровья, счастья и удачи.